Чем меньше численность народа, тем больше языков должен знать каждый. Мой отец знал 26 языков. И я свидетель того, как они с мамой моей сидели и разговаривали на фарси. Почему видела советская власть в этом такую большую угрозу? Не понимали, какая информация сидит в языке. Кыргызы были правым крылом Чингисхана. Какие, по-вашему, основные ошибки и основная угроза есть для нашего государства, для нашей нации по части сохранения и здоровья? Среди молодежи, чтобы не было увлечения вегетарианством. Мы рано умираем и будем умирать. Какую рекомендацию вы дадите людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации или на их пути появляется какая-то очень большая проблема? Есть этносы, которые говорят: хочешь чего-то достигнуть, сам себе сделай проблему. Решишь ее, значит, ты достигнешь цели. Друзья, пока вы смотрите этот выпуск, пожалуйста, прошу вас, поставьте лайк под этим видео, оставьте любой комментарий для продвижения, а также подпишитесь для нас. Это единственная форма поддержки, которая помогает нам продолжать делать эти выпуски далее. Спасибо большое. Всех приветствую. Сегодня у нас особенный гость, человек, с которым я хотел записать интервью ровно год назад, но у меня это не получилось, но слава богу, это произошло в 2025 году. Сегодня с нами профессор, автор более 150 научных трудов, человек, который вошел в список 500 главных интеллектуалов 20 века по версии Кембриджского университета, а также вошла в список 200 главных академиков 21 века, профессор Алтынай Хусейновна Карасаева. Здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Но еще забыл сказать, помимо этого, профессор является популяризатором здорового образа жизни и делится на своем канале рекомендациями с миллионами просмотров в YouTube, в Инстаграме, в ТикТоке. Поэтому помимо этого я могу сказать, что сегодня я беседую со своим коллегой. Спасибо, спасибо. Спасибо за приглашение. Я очень рада видеть молодой коллектив. Я очень рада, что у вас одни мальчики. Большого пути вам, ребята. Чон Рахман. Не расходитесь в разные стороны, держитесь. Девочки есть, но просто мы их отпустили поздно. У нас сейчас 9:40, 10:40. Делайте поэтому... все своими руками. Именно. Профессор, и мы с вами начинаем, и у меня есть первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как он повлиял на вас, и каким он был человеком, являясь такой большой фигурой в истории Кыргызстана? Вы знаете, я-то видела его на бытовом уровне, и я могу только говорить о том, какой он был по-настоящему отец. Вот он был отец с большой буквы. Потому что, давайте так скажем, в 40 лет он уже сидел без работы. Жить было не на что. И тем не менее он пошел и подписал для того, чтобы я потом в будущем получила большую медицинскую энциклопедию. Он собирал для меня книги. Вы представляете, на грошах зарабатывая это, он все равно заботился о моем будущем. И потом он очень строго следил, как я учусь. Да. И вот малейшие достижения он подчеркивал. И это очень важно. Я прошу вас, если у вас есть дети, тоже достижения детей подчеркивайте, потому что это дает уверенность детям, что взрослые это замечают. У меня был замечательный отец, я еще раз говорю. И воспоминания об отце у меня только вот на период, когда я учила вот до школы и школьный период. А потом я уже начала включаться в научную деятельность, уже по экспедициям ездила. И вот более поздние периоды я уже не застала, это мой сын застал, Оскар. А так он был замечательным отцом, я еще раз говорю. А как вы думаете, его увлеченность кыргызской культурой, увлеченность языком кыргызским сегодня в рамках ваших профессиональных интересов, в том числе кыргызским народом, давайте поговорим об этом в рамках продолжения, да, некого. Были ли какие-то тезисы, связанные с нашим народом, которые вы слышали от отца, и которые вы сегодня можете передать широкой аудитории? Ну, первое, что я хочу сказать, он сказал так: чем меньше численность народа, тем больше языков должен знать каждый.
Нас всего 6 миллионов. Значит, если мы хотим сохраниться в современной цивилизации, каждый из нас должен знать не меньше 3 языков. И я знаю замечательных ученых, которые на 3 языках читают лекции. Представляете, как это здорово? Замыкаться внутри своего языка нельзя. Мой отец знал 26 языков. И я свидетель того, как они с мамой моей сидели и разговаривали на фарси. Потрясающе. Представляете? И отец говорил, но он мне сказал так как я была свидетелем гонений, которые были на отца из-за того, что он хотел развивать кыргызский язык, так он мне сказал: «Кызым, ты уже не выросла в среде народа, и настоящий кыргызский язык ты не знаешь. Поэтому иди по стопе русский, английский и любые европейские языки. Твое будущее там», он мне сказал. Ну, я и последовала этому примеру. А как вы думаете, в чем особенность кыргызского языка как такового? То есть, если смотреть на мировые языки, они как бы каждый уникальный, да, в некой степени. Но как вы считаете, в чем есть уникальность нашего языка? В чем его особенность? Ну, уникальность языка, мне отец это говорил. Вот эту уникальность заметили все, кто занимался изучением этнических языков. Вот он говорил, профессор Радлов говорил так: кыргызы говорят на своем языке белым стихом. Да. Что это значит? Что это значит? То есть в современной интерпретации я бы сказала так: это калмогоровский формат. То есть не употреблять лишние слова. Говорить очень коротко, ясно и понятно. И мы этим владели. Представляете? Тогда и не знали вот это понятие калмогоровский формат, а говорили белым стихом. И мне отец объяснил: значит, без лишних слов, ясно, четко и грамотно расставленные слова. Вау. А насколько вы считаете, язык влияет на мышление и на характер нации? Вот сегодня, если мы рассматриваем уже независимый Кыргызстан, у нас есть официальный язык русский, есть государственный язык кыргызский. Вот как вы считаете, как можно охарактеризовать характер народа, если рассматривать через призму языка, на котором он говорит? Понимаете, язык вбирает в себя всю информацию. Вот я сейчас как ученый могу сказать так: каждое слово – это фотон. Знаете, что такое фотон? Солнце посылает нам порциями. Мы пользуемся фотоном Солнца, так, берем от него энергию, но смысл не понимаем. Да. И значит, наше слово, каждое слово – это человеческий фотон. Значит, в нашем кыргызском языке есть информация и есть энергия. Поэтому тот, кто владеет национальным языком, он одновременно получает и информацию, и энергию. И поэтому владеть своим языком абсолютно необходимо. Но замыкаться внутри языка нельзя. Почему? Потому что информация все время обновляется, и новая информация идет через другие языки. Да? И эти языки надо осваивать. Но это не обязательно всем подряд это делать. Да? Это может делать интеллект нации. Профессор, почему тогда в советское время, например, в частности, ваш отец попал в опалу, он находился в гонениях людей, которые изучали язык, культуру, Манас. Почему видела советская власть в этом такую большую угрозу? Большая угроза была в том, что, понимаете, не понимали, какая информация сидит в языке. Просто не понимали. И от этого непонимания они заставляли говорить только на государственном языке, для того, чтобы не было скрытой информации, передачи. Это раз. И второе, развитие языка – это развитие мышления. Не развивается язык, не будет развития мышления. Угу. То есть для них как бы легче контролировать ситуацию? Легче контролировать и легче управлять. Угу. Многие говорят, что кыргызский народ уникален ввиду своего эпоса Манас, да, который является достижением как бы мировой цивилизации, да, самый большой эпос, и он записан на кыргызском языке, не на русском, там, он передавался именно на кыргызском языке. Вот если говорить о особенности кыргызского этноса,
о его положении сегодня, то как бы вы охарактеризовали положение кыргызского этноса в 2025 году? Знаете, давайте так. С распадом Советского Союза произошла утеря идеологического фактора. И абсолютно все этносы, входившие в состав Советского Союза, перешли совершенно на другой уровень ценностей. Ценности стало богатство, деньги, материальное. А кыргызы никогда не гонялись за материальными богатствами. Понимаете, никогда. Да. И вообще сейчас вот мировая цивилизация, те, которые философы мирового уровня, они говорят, что самый большой вклад в развитие человечества сделали кочевники. Да. Есть кочевники по суше, есть кочевники морские. И вот морские кочевники и кочевники по суше, они все равно несли нематериальные ценности. И вот сейчас приходит осмысление, что делать, искусственный интеллект, все это, понимаете, вот куда идти дальше, как дальше развиваться. И вот философы, современные философы мирового уровня, они говорят, мы должны вернуться к истокам кочевых цивилизаций, а мы кочевники. Можно обратить внимание, как после ковида все вдруг осознали, насколько образ жизни кочевника подходит всем, потому что ты не берешь лишнего, ты живешь в гармонии с природой, ты созидатель, ты созерцатель одновременно. И вот этот возврат к образу мысли кочевника, он как бы появился вот на мировом обсуждении, ну, как бы потом он также и прекратился быстро. Вот вы как считаете, вот этот дух кочевника, который присущ кыргызу, можно ли его связать там с 3 революциями, с этим вот духом свободы, с этим непринятием несправедливости, да, вот социального плана? У меня такое ощущение, что это вот глубоко в крови, где-то настолько на уровне ДНК, что на неосознанном уровне мы носителями являемся этого духа. Да. Вот если охарактеризовать этот дух, то как вы считаете, как нам его проявить и что нам нужно сделать, чтобы не просто его сохранить, да, а вот донести до народа? Вот ты затронул хороший вопрос, я скажу так. Сейчас весь мир работает с ДНК. Вы знаете, что это такое, да? Это как бы программа развития человека, записанная химическими буквами. Так вот, уже химические буквы перевели в буквы человеческого языка. И что выяснилось? Оказывается, во всем ДНК только 2% содержат информацию, как развиваться от зародыша до смерти. Только 2%. Все остальное записано человеческим языком. То есть возможности можно любые принять. Представляете, любые возможности у нас с вами. И мы можем, вот сразу практический вопрос, да, мы можем самостоятельно свое ДНК редактировать. Для этого что нужно? Хорошие мысли, позитивное отношение, не гоняться за деньгами, потому что деньги – это убивает любую духовность. И если мы можем... Если мы не сквернословим, это научные данные, не сквернословим, имеем позитивные мысли, да, то этими мыслями мы можем менять ДНК всех людей, которые нас окружают. И в первую очередь это наши дети. Уже есть такие замечательные исследования. Появились люди, которые, сидя, ну вот фамилию сейчас не помню, если надо будет, я скажу, в Санкт-Петербурге сидел парень, а опыты проводили в Чикаго. Взяли пробирку, в которую вложили ДНК, и научились эти спираль ДНК разводить. Так? И стали говорить, кто может снова развести и сделать. Нашлись эти люди. Нашелся парень, который сидел в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и в Чикаго он разводил эти ДНК. Вы представляете, какая сила мысли? Какая сила мысли? И вообще сейчас мысль человека считают абсолютно новым видом
мысли, новым видом квантового уровня, новым явлением. Да? Мысль человека не подчиняется ни одному из известных квантовых физических законов. При этом глобальная культура толкает нас в материализм. Да. И это очень опасно. Это очень страшно. Я с большим сожалением могу сказать, я же профессор, всю жизнь работала в вузах, и вижу, как деградирует наша молодежь. В школах учат быстро читать. Да, они на скорость умеют читать, но они не понимают прочитанного, они не в состоянии пересказать то, что прочитали. Это ужас. У нас очень сильно упало школьное образование. И, конечно, упала воспитательная и образовательная деятельность семей. Если обратить внимание на советское время, была очень читающая нация. Да. Кыргызы были на передовых везде, от изобразительного искусства, заканчивая академическими науками. Вот как вы считаете, благодаря чему это произошло, и что нужно нам сделать сегодня, чтобы, может, возвратиться вот к этому уровню человеческого капитала? Ну, первое, что я могу сказать, нам нужно хорошие управленцы, которые бы понимали это. И почему? Потому что на бытовом уровне это можно делать, но для этого надо, чтобы информация доходила до каждой семьи. Вот это одна из причин, почему я вышла в интернет. Понимаете? Я даю информацию, которая полезна для каждого человека. А так как у меня 3 высших образования, то я делаю основной упор на то, как сохранить здоровье. И я хочу сказать так, вот эта гендерная политика, которая сейчас, это инструмент разрушения семьи. Помните об этом, потому что давая женщинам в руки, что они все могут, они это восприняли, что они только за свои гениталии, за свой внешний вид должны иметь все. Совершенно не говорят о том, что мозги нужно иметь соответствующие, понимаете? И вот эта очень грубая, примитивная подача вот, новейших данных, так, она дала свои результаты. Давайте подробнее остановимся на этой теме, потому что институт семьи – это основообразующий институт в любом обществе. И мы сейчас видим, какой происходит просто титанический разлом между консервативным традиционным институтом кыргызской формации, да, традиционной кыргызской семьи. И, например, то, что сегодня пропагандируется в массовых медиа, пропагандируется там западными ценностями и так далее. И мы видим, что действительно мужчины становятся феминными, а мужчины перестают быть мужчинами, они боятся проявлять себя как вот хранители, сильные фигуры, а женщины становятся наоборот маскулинными, они берут на себя функцию, которая им не свойственна. И что у нас получается? Получается, что у нас пазл нарушается. Но этого пазла нету, и многие начинают, вот как вы правильно сказали, трактовать это с какой-то радикальной точки зрения, не понимая, что это не свойственно, это неестественно там, для наших, по крайней мере, для нашего образа мышления, для нашей традиции, для нас как части общества. Вот вы считаете, что это какая-то планомерная идет такое разрушительное насаждение ценностное, каких-то сил, третьих, и преследует понятную цель, это разрушить общество, чтобы легче им контролировать. Вот свою точку зрения. Да, вот что вы думаете по этому поводу? Давайте так. Значит, в процессе эволюции произошло разделение на мужской и женский тип. Так? И это разделение сохранилось и в среде людей. Так. Какую функцию несут женщины, какую функцию несут мужчины? Это эволюционно закрепленные механизмы. Женщины полностью отвечают за здоровье. Вот почему я вышла в интернет с намерениями дать основные понятия здорового образа жизни. Что такое здоровье, как его увеличивать, и так далее. Потом вернусь. Итак, женщины полностью отвечают за здоровье. И у них генетически все на этом зациклено. Мужчины отвечают за другое. Они отвечают
за разнообразие жизни. Понимаете? Они берут на себя ответственность делать ответную реакцию на новые вызовы среды. Это женщины могут сделать, если они, бросают семью и начинают вот этим заниматься. Но, я еще раз говорю, уже в средние века тибетская медицина говорила так: мужчина передает своим детям две вещи – мозг и мышцы. Что такое мозг? Они как это понимали? Это способ реакции на какие-то действия. Только мужчина может дать эту реакцию совершенно по-новому и закрепить это в своих мозгах. Еще лучше, он не только закрепляет это в своих мозгах, но он при жизни это закрепляет. Я медик, так что вы меня уж извините, в сперматозоидах. Значит, смотрите, новую информацию мужчина при жизни передает своему поколению. Женщина передает информацию эволюционно наработанную вместе со здоровьем. И это принцип эволюции, который мы не в состоянии разрушить. Мы не в состоянии разрушить. И кыргызы знали это. И поэтому была особая система воспитания девочек и особая система воспитания мальчиков. Можете поподробнее рассказать, какие примеры были в традициях кыргызов, которые могут показать вот эту мудрость, которая передавалась из поколения в поколение? Есть ли какие-то традиции, обряды, которые, может, покажутся нам с первого взгляда странными, но на самом деле имеют практическую ценность? Да. Практическая ценность, я могу сказать так. Женщин чему обучали сразу, с самого начала? Так? Их обучали хорошо готовить, так? Их обучали шить, вышивать, шердаки. В тепле, да, что все было? Все, что этническая одежда, это все делали женщины. Да. Так? Мужчины в основном занимались охотой, так? И добычей. Это в начале. Но мужчины еще, понимаете, у них неординарное мышление было. Они в любых ситуациях могли что-то один раз проявить необычное, да, и это необычное закрепляли в своих мозгах, вы представляете? И через мозги они передавали это сперматозоидам. Это уникально, это доказано наукой сейчас, и мы не можем это отрицать. И поэтому, когда у нас мужчины сидят дома и занимаются домашним хозяйством, а женщины, закусив у дела, несутся и там решают великие проблемы, это нарушение. Я не говорю, что женщины должны сидеть дома. Смотрите на меня. Так? Я выполняю все задачи домашние, и в то же время я блогер, я вышла на мировой уровень, я даю свои знания всем. Это не входит, так сказать, в обязанность семьи женщины, семейной женщины, домохозяйки. Значит, я выполнила свою норму, выполняю ее до сих пор как жена, как, я разведенная, но как мать. Я все это делаю, и в то же время я занимаюсь наукой. Это можно совмещать. Но не гнобить и не унижать мужчин. У них другая ситуация. Они должны быть свободны в своем выборе деятельности. Да. И самое главное, знаете, я хочу сказать так. Наши мужчины, наши ребята, они изначально, уже у нас генетический отбор так прошел, да, что у них очень хорошо работают. Я уже, видите, на медицинские темы перехожу. У них очень хорошо работают мозги. Очень хорошо. Да. И это умение сразу что-то замечать и это повторить еще раз, закрепить это в нейронах головного мозга и через нейроны передать в сперматозоиды и это передать своим детям. Представляете, как это здорово? Очень быстро адаптируется, да, под ситуацию. Быстро, да. Этнос, который держит в нужном статусе женщин, в нужном статусе мужчин, он никогда не пропадет. Угу.
Профессор, о каких интересных вещах вы можете еще рассказать нам о кыргызах с точки зрения науки? Какие-то, может быть, наблюдения или факты, которые вы открыли за свою долгую карьеру или узнали? Ну, я могу сказать так, что у кыргызов, я уже это говорила, значит, язык очень четкий, говорили белым стихом, то есть в калмогоровском формате, коротко, ясно это. У кыргызов еще, знаете, что было? Очень распространено невербальное общение. Да, они знаками могли показать все. И это в Манасе написано. И если приезжает гонец на лошади, да, все смотрят, как он держит камчу. В зависимости от того, как он держит камчу, уже знали, он может остаться, или ему нужно срочно сейчас дать воды, там все это, и он должен уезжать. Все это на невербальном уровне. На очень тонком уровне, да, все? На очень тонком уровне. Я недавно начал учиться играть на хумузе, и, ну, как обычно, погружаюсь в эту культуру и начал узнавать про особенности произведений. И мне рассказали такую историю, что раньше настолько было тонкое восприятие вот этих социальных отношений, что был один хан, у которого, или манап, у которого должен был пройти той. И все гости уже были созданы, но так получилось, что к нему пришла весть, что умер его сын. Но он как бы не посмел отменить этот той, потому что со всех краев приехали гости. Но он сделал той, но когда гости уже уходили, вот последний караван, он сказал, чтобы его хомусчу начал играть кю определенный. И когда женщина, замыкавшая караван, услышала эту кю, она поняла, и она сказала: разворачиваемся, здесь будут сейчас поминки, потому что я поняла. То есть, представляете, через комуз, через вот эту мелодию люди считывали этот сигнал, и он не смел говорить это вербально. Человек понимал, и люди уже пришли, чтобы оказать ему сочувствие и почести. Да. Вот насколько это тонкий уровень, насколько это глубокий. Это очень тонкий уровень. Вы знаете, когда я была в Монголии, я вообще посетила 26 стран мира. Причем я никогда сама не платила за билеты. Меня приглашали за мои знания, чтобы послушать меня. И вот когда я приехала в Монголию, и нас повели в Государственный музей, я вдруг увидела экспозицию, и там было написано «Могила кыргызского воина». Я позвала сразу этого экскурсовода, говорю: откуда это у вас? Почему вы знаете? Они сказали: кыргызы были правым крылом Чингисхана. Вот. Именно благодаря кыргызам произошли вот эти все мировые завоевания. И он очень это высоко ценил. И там же нам показали одну интересную вещь. 7 братьев собрались, и они показали горловое пение. Вы знаете, у меня волосы дыбом стали. Горловое пение – это пение на очень низких нотах. И сейчас наука говорит, самое сильное воздействие на человека – именно низкие ноты. И поэтому не ценили вот писклявые голоса. Вот я сейчас слушаю наших певцов, да, большинство из них какие-то, не поймешь, то ли женщина поет, то ли мужчина поет, понимаете. Очень высоко ценить именно низкие басовые голоса, потому что они сильнее воздействуют на мозг человека. Видите, какие даже тонкости были. Да. А вот если говорить про здоровье, возвращаться к теме здоровья, это ваша одна из таких миссий, да, в рамках просветительской деятельности. Если обращаться вот к нашей аудитории в рамках вот совета, мы все-таки живем в определенных привычках, начиная там от пищевых привычек, заканчивая там социальными привычками. Вот какие, по-вашему, основные ошибки и основная угроза есть для нашего там государства, для нашей нации по части сохранения и здоровья? Так, ну, сохранение здоровья, знаете что, ребята, я могу сказать так, что вот мы живем в эпоху изобилия.
какое у нас изобилие? Пищевое изобилие, информационное изобилие, понимаете? Вот. И в условиях этого изобилия очень трудно выбрать правильное питание. Я хочу сказать так, в каждом периоде жизни есть своя норма питания, свой рацион питания, и это надо знать просто-напросто. Это первое правило. Второе правило. Потреблять продукты надо только те, которые произрастают или животные живут в радиусе 50 километров от места, где ты проживаешь. Ух ты. Вот если вот это соблюдать, будет более-менее. Сейчас уже мировые ученые говорят так, не надо никаких лекарств, только через правильное питание вы можете восстановить любое свое состояние до нормы. Друзья, я родился в городе Каракол, являюсь амбассадором озера Иссык-Куль. Многие знают, что это озеро помнит следы таких великих людей, как Тамерлан, Чингисхан. Усуни недаром сделали столицу именно на озере Иссык-Куль. Все потому, что это священное озеро любят абсолютно все. Партнером данного выпуска является Акиме Иссык-Куль Резорт. Это уникальнейший проект, который находится в городе Чолпон-Ата, недалеко от яхт-клуба. И люди, которые будут жить в этом месте, получат сервис мирового уровня. Вы только посмотрите на кадры, на рендеры этого проекта. Там будет открыт 5-звездочный отель Movenpick Иссык-Куль Resort and Spa. Это означает, что все жители получат инфраструктуру и сервис мирового уровня. Это гастрономия, рестораны, спа, фитнес, детские спортивные площадки. То есть люди смогут с комфортом отдыхать целый год. Спасибо большое Акиме Иссык-Куль Резорт за то, что вы поддерживаете наследие Кыргызстана, и рекомендую всем зрителям присмотреться к этому уникальному проекту. Вся подробная информация по ссылке в описании. Акиме Иссык-Куль Резорт, Чон Рахмат. Продолжаем вопрос по поводу питания. Так, по поводу питания я хочу сказать так, что питание, пожалуйста, среди молодежи, чтобы не было увлечения вегетарианством. Это не для нас. Я еще раз говорю, вегетарианство – это придуманное. Говорят, что вегетарианцы все индусы, но они потом болеют очень тяжелыми болезнями. Диабет – это обеспеченным, нам это не нужно. Поэтому надо кушать только натуральные жиры, белки, углеводы животного происхождения, так, и растительные. Вот это очень важно, соотношение. Сколько должно быть жиров, белков, углеводов животного происхождения и сколько растительной пищи. Должно быть примерно так. Это мировая статистика, которая рекомендуется. 1 порция вот состоящий, кусочек жира или мяса там и так далее, да, 18 грамм. И 9 порций растительной пищи, значит, тоже по 18 грамм. Это предохраняет от инсульта, предохраняет от инфаркта и предохраняет от злокачественных новообразований. Чтобы был полноценный рацион, да, необходимо? Да. Значит, вы поняли, если сказать простыми словами. Значит, жиры, белки, углеводы животного происхождения, неважно, это курица, это не обязательно, это рыбу там есть. Кыргызы не ели рыбы в основном, да. Это животные, которые имеют свободный выгул. То есть не в клетках, а свободного выгула, да. Вот, значит, 18 грамм жиров, белков, углеводов в день, да, и 18 умножьте на 8, это сколько будет? Ну, это примерно 150 с чем-то. Да, да, это грамм, это растительной пищи. Все. Соотношение примерно, Соотношение. Да? И растения должны произрастать в радиусе 50 километров от места, где вы живете. Современная молодежь очень увлекается сладкими напитками. Кока-кола, пепси-кола и так далее. Я хочу сказать, там очень много химии, которая не нужна нашему организму. Это подсластители, это усилители вкуса, это, консерванты. Это все откладывается в нашем организме и меняет нашу биохимию. Поэтому мы начинаем болеть. Поэтому чем меньше вы пьете пепси-кола, там энергетики всякие, различные. Ни в коем случае.
продолжая тему здоровья, у нас средняя продолжительность жизни у мужчины там порядка 65 лет, у женщин там чуть больше. Все еще считаю это крайне коротким сроком жизни. И как вы считаете, помимо рациона, какие еще причины, по-вашему, являются вот такой ужасной статистикой? На что следует обратить внимание нашему населению, чтобы качество жизни и продолжительность увеличить? Так, ну давайте я скажу так, что это мировая статистика, и Всемирная организация здравоохранения установила, это были международные исследования на всех континентах мира, по единой программе работали ученые и установили, что биологическая прочность наших тел, то есть вот из чего состоит наше тело, позволяет жителям, которые живут здесь и сейчас, прожить 120 лет. Почему мы это не живем? Потому что мы не придерживаемся норм. А какая норма? Я хочу сказать так, давайте, чтобы было понятно. У нас есть мозг, у нас есть тело. Так? Поэтому нам нужно думать, а что раньше стареет? Если тело наше может жить 120 лет, значит, что у нас первым стареет? Мозг. Да. Почему стареет наш мозг? Да потому что мы ничего не хотим уже делать мозгами. Мы пользуемся всем готовым. Надо включить телевизор, нажал пульт. Надо что-то сделать. Опять, надо куда-то идти. Садимся в автобус или на машину, и мы ничего не хотим делать, понимаете? Вот. И первым стареет мозг. Какую рекомендацию я дам как физиолог? Я дам такую рекомендацию. Если мы хотим, чтобы наше население жило долго и не превращалось в овощ, то есть вот терять человеческие качества, да, то первое, есть две системы, за которыми надо следить очень и очень тщательно. Первая система – это наш интеллект. Интеллект располагается в префронтальной области, то есть за нашим лбом. Ну, на себе прям покажу, за нашим лбом, да. И префронтальная область отвечает за интеллект. Что такое интеллект? Это причинно-следственные отношения. Есть причина, идет следствие. И вот так по цепочке. Вот интеллектом очень сильно обладают наши мужчины. Очень сильно. Это интеллектуальный тип мышления. Да. Вот. И интеллектом обладают и женщины. Понимаете? Но если наш интеллект не работает, и мы на всем готовом живем, то он начинает первым стареть. Вторая система, которая отвечает за продолжительность жизни, это зрительная система. Да. Зрение надо беречь очень-очень тщательно. Ну, Оскар мне сказал, говорит, профессор, покажите, что вы в иголку нитку сами вдеваете без всякого, без, ну, дополнительно, без очков, без ничего. Я говорю, да. Почему это важно? Вот смотрите, когда зрение хорошо работает, мы можем видеть перспективу, мы можем видеть боковым зрением, это все это, и это 85% информации к нам поступает от зрения. От внешней среды поступает через зрение. Где находится центр зрения? В затылочной области. Видите разница? Значит, интеллект за лбом, а зрительная система обрабатывает всю информацию на затылке. Что интересно, кыргызы знали это. И когда было нарушение зрения, да, они выбривали голову на затылке. Это просто поразительно. Вы представляете? Так вот, что сейчас наука установила? Когда 85% информации приходит в затылочную область, туда же поступает информация от других органов. Это дистантных. Это какие? Это слух, это обоняние, это вкус и так далее. Туда. И там собирается образ того, что происходит во внешней среде. Вы представляете? Значит, у нас есть префронтальная область, которая принимает решение, что надо делать. Да? И там образ есть. Так вот, сейчас наука – это абсолютно новые данные. Говорит следующее. Между этими двумя областями есть промежуточная зона, которая обеспечивает такие качества человека, как обучаемость,
и способность сделать что-то новое. Значит, если мы с вами сохраним свой интеллект и сохраним в надлежащем порядке свое зрение, то у нас останется способность обучаться в любом возрасте и создавать что-то новое в любом возрасте. Вот эти сведения никто не говорит нашему населению, понимаете? А кыргызы, наверное, это знали. Да? Почему? Потому что они говорили белым стихом, и женщины говорили белым стихом. Понимаете? Женщины еще следили за зрением. Да? Женщины же всегда наши вышивали, что-то делали. И вот эта обучаемость сохранялась на долгие годы. А сейчас этого нет. И поэтому мы теряем способность при крепости наших биологических возможностей, наших тел, мы рано умираем и будем умирать до тех пор, пока мы не приведем в должное состояние свой интеллект и зрительную систему. Как привести в состояние свой интеллект? Это читать. Читать вслух, пересказывать прочитанное обязательно. Прочитал? Я вот как со своими внуками работаю. У меня внук, когда еще маленький был, прочитает что-то, а я говорю, что-то я не поняла, ну-ка перескажи мне, что там было. Я могу еще раз прочитать. Нет, своими словами перескажи мне, что ты понял. Он научился пересказывать, понимаете? Значит, это надо делать в любом возрасте, в любом. Нагружать интеллект надо так. Ну, существует еще такое понятие, разгадывайте кроссворды, там, это бред собачий. Это разгадка кроссвордов, это совершенно не работает интеллект, это память работает просто. И все. А интеллект это должен получать новую информацию. Я еще раз говорю, наш мозг питается не картошкой, наш мозг питается новой информацией. Поэтому информацию, даже что-то услышал, что-то в интернете нашел, перескажи это другому человеку. Перескажи, сам продумай. Может, то, что ты услышал, нарисуй это. Это уже работа интеллекта. Вы поняли? Значит, особенно это для молодежи важно. Читать, пересказывать, рисовать, что это развитие интеллекта. Зрительная система, и тогда вы всю жизнь будете способны обучаться и создавать что-то новое. Потрясающе. То есть мы выяснили, что старение в первую очередь связано со старением мозга, в первую очередь. Да. И две важные функции области отвечают. Это интеллект и зрительный. А вот если рекомендации по развитию зрительной системы, какие вы рекомендации можете дать? Вот по развитию зрительной системы очень простые упражнения. Значит, надо, покажу. Посмотреть на свои руки, потом посмотреть в окно и очень долгий взгляд пустить на горы, на облака и так далее. То есть вот это. Все. И как можно больше работать при естественном дневном освещении. При естественном освещении. Днем работать. Вы имеете в виду это упражнение переключаться с среднего плана, там дальний план, смена, что происходило? Да. Знаете, вот когда одно время я занималась этническими играми, да, и я была потрясена, как кыргызы развивали зрение. Они развивали не только вот это пространственное зрение, да, они развивали боковое зрение. Потрясающие игры были. Где-то у меня этнические игры кыргызов, это уже оформлено в виде книги, и я поняла, что там уже основное я сказала, и больше не надо в это идти, и надо идти в другие области. Я перестала этим заниматься. То есть этнические игры, они тоже были связаны в первую очередь с развитием моторики, зрительных систем, да? Да, зрительные системы. Сказать, вот особенность кыргызов, мне хочется еще подчеркнуть такую вещь. Значит, один из наших ребят решил, сделать кандидатскую диссертацию, и изучал могильники кыргызов, где располагаются и как их найти. В общем, по тому, в каком состоянии могильники, что там находится, можно установить, когда кыргызы прибыли на Тянь-Шань. Он эти исследования провел, и почти в каждом могильнике он находил черный камешек. Он не мог понять, что это такое. Да? Когда он привез это в Бишкек, показал профессору,
Слава богу, профессор умный оказался. Он говорит, знаешь что, надо установить химический состав. Говорит, не похоже, что это камень. Надо установить химический состав. Он поехал в Москву, показал этот камень. Они говорят, так, еще раз, этот химический состав можно установить только в Санкт-Петербурге. Он поехал туда. В Санкт-Петербурге там взяли этот, камешек или черный этот, посмотрели, и потом говорит, откуда ты взял это? Он говорит, из могильников кыргызов. Не может быть. Это состав космической ракеты. Один из сплавов для космических ракет. Откуда вы это взяли? Как это? Но это было в могилах. Причем не в разовой могиле, а вот он находил этот камешек. Да. Это какое-то метеоритное, возможно... Не знаю. Но они были просто потрясены. Говорят, где вы взяли? Это секретный состав, который мы используем для того, чтобы сделать космические ракеты. Позвольте, профессор, здесь вставлю очень интересную связь, потому что я брал интервью у Мелиса Мураталиева, и мы с ним беседовали на тему того, что во времена Великого Кыргызского каганата кыргызы были одними из лучших людей по добыче горнорудных ископаемых на Алтае, делали первоклассную сталь, которая продавалась вплоть до Дамаска, арабских стран, европейцев и Каира. И он говорил, что даже Джакып разбогател в Манасе благодаря добыче золота. То есть вот уже доказано, что на Алтае, горная цепь Тянь-Шань, Алтай, зарождение металлургии мировой находилось на этих территориях. И он мне рассказывал, что в китайских летописях описывается, что только кыргызы бьются, иногда доходит дело до смерти в битве за метеоритный небесный камень. То есть сплав, который попадал в метеорит на Алтай, оказывается, только кыргызы проявляли интерес к этому сплаву. И что-то с ним делали. И вот вы мне сейчас рассказываете, что в могильнике что-то находилось, и я уже вижу какую-то некую связь между этими фактами. Это удивительно просто. Я еще раз говорю, мы удивительная нация, понимаете? И у нас, я хочу сказать, обращаясь к молодежи, у нас генетически заложено особые способности к математике. У нас особые способности к математике. Это мне говорил профессор, который участвовал в международном эксперименте. Хотели посмотреть, как школьники, осваивают математику. Там много всяких движений было. И в число этих школьников попали школьники кыргызов. Представляете, наши ребята заняли первое место. Не Россия, не Украина, а именно кыргызские. И все были потрясены, откуда у кыргызов такое. Но теперь я могу сказать, знаете что, любой человек способен определять время с точностью 0,75 секунды. Каждый из нас. Это наукой установлено. Так. А это расстояние мы можем определять до 0,01 миллиметра. Вот какие у нас возможности есть. А мы этим не пользуемся. Мы переходим на животное существование. Откармливают там коров, свиней. Мы точно так же создаем себе идеальные условия и сидим. Давайте продолжим по рекомендациям здоровой жизни. Да. Вот есть у нас, мы питания коснулись, мы коснулись старения мозга. Вот если рассматривать именно нашу ситуацию в Кыргызстане, какие еще рекомендации вы считаете важными сказать, чтобы, может быть, поменять привычки? Или, может быть, это связано с какими-то психологическими еще установками, как вы думаете, с особым, может быть, каким-то форму мышления, потому что столько молодых ребят сейчас страдают от депрессии, от тревожности, пессимистично смотрят на какие-то вещи. Вот если говорить про способ мышления, то что самое важное вы можете порекомендовать для нового поколения? Знаете, я бы так сказала, новое поколение нуждается в очень бережном отношении к нему. Так? И это бережное отношение начинается в семье. Да. Генетически уже заложены несколько типов мышления.
у каждого ребенка, да, это художественный тип мышления. Почему дети все рисуют на обоях, на полу, на песке, как угодно, да? Это генетически заложенное именно художественное мышление. Есть другой тип мышления, математический тип мышления. Так? Я спрашивала профессионала математика, говорю, а как узнать, какой тип мышления, как математически узнать? А говорит, когда едете в машине, да, перед вами же есть, тоже машины идут, номера. Если ребенок начинает складывать эти номера и говорит, сколько получил, знаете, у него математический тип мышления. И это надо развивать. Именно это. Следите за детьми и развивайте их особенности. Вот так вот можно сказать. Это, кстати, проблема большая сегодняшнего общества. Система образования нынешняя была создана в эпоху индустриальной революции, и она до сих пор напоминает завод. Когда ученики от звонка до звонка, как смены рабочих, да. Когда ребенка не спрашивают, когда ему удобно учиться, утром или вечером, когда у него не спрашивают, какой ему урок интересный, его просто, как будто бы задача школы – это выпустить определенное количество рабочих, похожих друг на друга, которые выполняют одни и те же функции и так далее. И вот один профессор, очень интересный, Карлсон, он рассказывает о новом подходе к системе образования, он называет это обратной парадигмой, когда система образования не должна усыплять ребенка, она должна пробуждать в нем его особенность. То есть сегодня все школы, они усыпляют талант, они делают похожим всех детей. А он говорит, что нужно сделать так, чтобы в школу ребенок пришел, и он выявил свою особенность и проявил ее в дальнейшем в обществе. И был такой опыт, проводился большой опыт, взяли огромное количество детей, и он проходил, его делали в течение 15 или 20 лет. Маленьким детям, 3-летним, дали скрепку и сказали, придумайте способы, что можно сделать с этой скрепкой. И маленькие дети давали какое-то нереальное количество вариантов, там чуть ли не 100 вариантов, что с этой скрепкой. Они задавали им вопросы, а эта скрепка может быть высотой создания, а эта скрепка может быть такой. И затем мы давали этот же вопрос, когда они пошли в школу, в первый класс. Затем задали этот же вопрос в средней школе, затем в колледже, и они увидели прямую корреляцию между тем, насколько уменьшается количество вариантов, что можно сделать с обычной скрепкой. А что с ними произошло? Они все прошли в школу. Да. Это единственное, что было похоже между ними. И вот сегодня, учитывая, что в школе мы все становимся одинаковыми, учитывая, что у нас нету как такового родительского, культуры родительства, чтобы выявлять таланты, мы, по сути, сталкиваемся с новой ситуацией, да? Чтобы выявить талант этого ребенка, да? Понять, что ему нужно. И на самом деле огромное количество людей, которые до конца жизни проживают свою жизнь, не зная о своих талантах. Да. Ну, я эту же позицию расскажу другими словами. Значит, когда была эпоха индустриализации, и надо было перейти к массовому выпуску товаров, там, услуг и так далее, то вся образовательная система строилась по принципу «о чем надо думать?». И когда начали говорить, о чем надо думать, да, вот скрепку давали, что можно придумать, и тогда, вот тогда пошли научно-техническая революция там, и так далее. То есть все было направлено на массовое производство. Да. Сейчас оказалось, что массовое производство сделало нас более тупыми и сократило нашу жизнь. И сейчас ученые говорят так, если раньше ставили вопрос, о чем надо думать, то сейчас ставят вопрос, как надо думать. Угу. И есть уже технологии, и я разработала эти технологии. И эти технологии можно применять в любом возрасте. Мы о них можем поговорить? Прямо сейчас? Ну, может, не сейчас. Давайте не сейчас. Хорошо. Потому что действительно это проблема. Ребята, это проблема. Но вот первая проблема – это сохранение здоровья нашей нации. Поэтому я сейчас переключилась на то, чтобы здоровье как можно лучше подать, что надо делать для хорошего здоровья. Я еще раз говорю, возможность сохранить здоровье есть в каждом из нас. У нас все это заложено, все механизмы сидят внутри нас. Просто надо уметь ими пользоваться, а нас этому не учат.
Ну, дай бог с вашими рекомендациями. Кстати, пользуясь моментом, хочу всем порекомендовать подписаться на канал профессора, советы профессора в YouTube, где каждый день вы можете услышать новые рекомендации, просмотреть архивы, а там порядка 2000 видео, 161 миллион человек посмотрели эти видео. Я просто буквально для себя эту статистику проверил, посмотрел. Вот здесь вот выйдет... кстати, мы закрепим ее в описании YouTube, поэтому обязательно подписывайтесь туда. Продолжим тогда тему нашей страны, нашего народа. Очень часто, когда я беседую с гостями подкаста, я спрашиваю о кыргызах или о нашей культуре в контексте мировой культуры. Особенно часто выявляются интересные истории за рубежом. Вот вы рассказывали, что у вас был тоже случай в Кашмире. В Кашмире или... в Кашмире, да. Да, какой-то. Да, расскажите, да. пожалуйста, о нем. Я попала в Индию в составе большой группы из Центральной Азии. Мы все приехали туда. Там были конференции без конца. Все нам вдалбливали, как надо жить, как надо это. Я всегда садилась в последний ряд. Айляджок, сидишь там, слушаешь, изображаешь что-то. И один раз после окончания конференции ко мне подошла женщина необыкновенной красоты. Вы знаете, вот такая красивая в одежде, вот как это индусы носят, сари там, все это. И я на нее посмотрела, она говорит: вы из Кыргызстана? Я говорю: да, я из Кыргызстана. Мы говорим на английском языке. Она говорит: мы знаем кыргызов. Я говорю: откуда? Она говорит: я из Кашмира. Кыргызы к нам приезжали учиться, и мы их знаем. Говорит, не все выдерживали. Часть кыргызов, да, приходил всегда один взрослый с несколькими малолетними, подросткового возраста ребятами, да. Кто выдерживал до конца, они становились очень сильными, могущественными людьми, да. А кто не выдерживал, уезжал раньше домой. Но мы знаем кыргызов. Я говорю: расскажите о себе что-нибудь. И она очень интересную вещь сказала. Она говорит: слышали понятие «греческий огонь»? Я говорю: да, слышала. Она говорит: а что вы знаете? Я говорю: я знаю, что его потушить водой невозможно. Мореплаватели, да, которые использовали. Она говорит: так это наше изобретение. Я говорю: вот как? Да, говорит, это наше изобретение. Я говорю: у вас же, говорю, малочисленный народ. Она говорит: да, нас очень мало осталось. Да? Я говорю: а как вы передаете эти знания? Говорит: эти знания мы передаем через национальную одежду. Ух ты. Я говорю: какую? Она говорит: наши мужчины одеваются во все белое, обыкновенное, потому что им надо сражаться, им надо работать. А женщины одеваются чисто по этническим принципам. Причем, если рождается девочка, это считается праздником. Почему? Потому что в одежде девочек закладывается вся тайная информация Кашмира. В том, какие краски, да, как покрой сделан, какое соотношение материалов, представляете, через женскую одежду все передается. Профессор, мне кажется, это очень схоже с нашей культурой. У нас же на тушкизах тоже вырисовывали информацию, род, положение, то есть через узор можно было считать родословную человека. Да. Вот. Понимаете, это не письменные источники, как бы. Я что еще хочу сказать? Хочу сказать, что у кыргызов было очень такое интересное отношение к материальным ценностям. Если все народы Центральной Азии, большинство народов, гонялись за золотом, кыргызы презирали золото. Они никогда не гонялись за золотом. На первом месте было серебро. Да. На втором месте медь. Так вот, знаете, серебро, видите, на мне украшение серебро. Мне тоже кажется серебряное. Значит, серебро обладает антибактериальным действием. Это вот даже в храмах этих всех религий, почему вода становится святой? Там что ложили? Серебряный крест. Вот. И кыргызы очень высоко ценили именно серебро. А утварь, которую использовали для приготовления еды, она была медной. Сугубо практическая мудрость. Да.
Друзья, не секрет, что у нас в стране очень вкусная еда. Благодаря чистому природному ландшафту, горному климату мясо выходит очень сочное, так же, как и продукты, из которых получаются очень насыщенные и вкусные блюда. Попробовать такие блюда вы можете у наших партнеров из компании «Нават», которые продолжают развивать традиционные восточные рецепты уже в современной интерпретации, которые достались нам благодаря «Шелковому пути». Вы можете отведать восточную кухню в их сети, которая включает уже 15 филиалов по всему Бишкеку, включая круглосуточный «Нават» на улице Байтик-Батыра, 55. Также у них есть бесплатная доставка круглосуточная в любое время и ночи. Совсем скоро «Нават» откроет свои двери в новом парке аттракционов «Байтик». Это масштабное современное пространство для отдыха всей семьей. Во всех их заведениях вы можете послушать прекрасную восточную музыку, познакомиться с традициями и ощутить дух нашего кыргызского наследия. Благодарю компанию «Нават» за поддержку нашего проекта, а мы продолжаем далее. Не знаю, насколько это правда, я сам заканчивал факультет английской литературы и, можно сказать, в неком смысле коллега ваш, вы тоже изучаете, да, изучали. И вот слово «образование» в кыргызском языке очень интересное, да, например, вот слово «алтын», оно золото, состоит из двух корней, слово «возьми» и «замолчи». И вот можно, я не знаю, может быть, это просто моя теория, но как будто бы оно отображает мировоззрение. То есть золото было сугубо просто инструментом реализации. Вот ты что-то хочешь, вот, пожалуйста, возьми золото, и все. И все. Вот алтын. Он будет молчать, да, вот золото. И, может быть, действительно по такому принципу словообразования происходили, по которому можно считать характер народа. Вот смотри, словообразование, если взять, ден солук, что это такое? Ден солук, да? Это отдых мозга. Отдых тела. Тоже, да, тоже, подтверждается, пожалуйста. Насколько это все кроется уже в народной мудрости. Уже в словах. Я говорю еще раз, современная наука квантового уровня утверждает, что человек изобрел речь, а одно слово – это фотон, в котором информация и энергия связаны неразрывно. Поэтому словом, да, сила слова действует 2 года. Уже это установлено. 2 года действует? 2 года. То есть она в пространстве, да, вы имеете энергетическом? Да. Сила слова 2 года действует, а потом... Давайте поговорим о важности речи, о важности слов, которые мы произносим. Это такая как бы штука, кто-то может материться, кто-то может болтать много и так далее. Вот в этом направлении, что важно знать нашим молодым людям, если мы говорим про важность слов и важность речи? Я уже говорила, что в ДНК, помните, я сказала, всего 2% химическими буквами написана программа развития человека. От момента зачатия и до момента смерти. Всего 2%. Остальное записано человеческими словами. Представляете? Вот. И наши гены умеют слушать наши слова. Наши гены умеют слушать наши мысли. Поэтому, если вы мыслите позитивно, вы активируете свои гены. Если вы все время в негативе, хотите кому-то отомстить или вот что-то, плохие мысли, вы блокируете свои гены. Более того, ваши мысли полностью действуют и на окружающих. Поэтому позитивный человек, человек, который умеет, сам себе построить жизнь, так, и позитивно относится к другим, он считается золотым фондом нации. Нет, золотой фонд. Почему? Потому что его присутствие благотворно сказывается на всех, кто его окружает. Ни в коем случае нельзя употреблять бранные слова. Это доказано тоже наукой. Петр Горяев это очень хорошо доказал, все это. В общем, сейчас столько много нового, знаешь, это просто надо успевать за всем этим следить и смотреть. Поэтому я и вышла в интернет, потому что как это не грустно, но я должна сказать, куда бы я ни поступала работать, меня сразу выгоняли. Как только студенты начинали позитивно относиться ко мне и повышенный интерес проявлять, все, под любым предлогом меня увольняли.
вы как человек с большим жизненным опытом, который не раз сталкивался с жизненными трудностями, и, наверное, это и на примере вашего отца, который такие трудности пережил. Ну, в целом, как будто бы жизнь всегда будет состоять, да, из испытаний, хороших и так далее. Вот какую рекомендацию вы дадите людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации или на их пути появляется какая-то очень большая проблема? Вот что важно человеку в этот момент знать? Ну, я хочу сказать так. Есть этносы, которые говорят, хочешь чего-то достигнуть, сам себе сделай проблему. Решишь ее, значит, ты достигнешь цели. Поэтому любую цель, любую проблему надо рассматривать с той позиции, что если ты эту проблему решишь, ты дальше. Не можешь эту проблему решить, отложи ее. Сейчас наукой доказано, что время каждые 15-20 лет возвращается. И то, что ты не смог сделать в молодости, в юности, в любом возрасте, через 15-20 лет это время даст тебе эти условия, ты можешь это снова реализовать. Это доказано наукой, ребята. Это цикличность происходит, да, некая? Циклически. И если ты из этой петли не выбираешься, тебе снова будет возможность ее... Да. Поэтому не надо ни о чем сожалеть. Не надо. Ты не смог это сделать в свое время, просто сохрани это в памяти. Ты сейчас занимаешься семьей, там, ну, карьерой и так далее. Придет время, вспомни это и сделаешь. Профессор, вот сейчас мы с вами совмещаем несовместимые, казалось бы, вещи. С одной стороны, мы говорим о науке, о доказательной науке, о опытах, которые проводятся, а с другой стороны, мы говорим о таких вот тонких вещах, как дух, да, и так далее. Вот сейчас наука как будто бы идет в сторону того, что она начинает объяснять, да, вот эту связь между тонким и материальным. Да. И вот за последние годы что человечество узнало в этом направлении? Знаете, я хочу сказать так. В 65 лет я получила 3-е высшее образование. Так, оно называется биоэтика. Но это наука, которая объясняет, что такое мораль. Это вы в Германии получали Это я в образование, Германии получила. Что такое мораль, что такое этические принципы, как они работают, что это такое. Да? На это никто никогда не обращал внимания. Да? Но когда я училась в Германии, так, меня обучали 3 профессора, которые имели высшее образование. И когда они одной мне читали лекцию на немецком, переводчица переводит мне с немецкого на русский, я записываю все это. И я профессору говорю, профессор Грюндель, я его маэстро называла, говорю, маэстро, скажите мне в 2 словах, что такое справедливость? Вот в 2 словах мне скажите просто, что такое справедливость. А он мне 2 часа читал лекцию, представляете? И знаете, что значит честный человек? Он сказал, Алтынай, я не готов. Через полмесяца, когда мы встретились, он сказал, теперь я могу сказать, что такое справедливость. И они поняли, что я туфту всякую не приму. И что со мной нужно работать очень и очень честно, глубоко и осторожно. И вот когда я обучалась в Германии, я привезла оттуда около 20 толстых тетрадей, заполненных все это. Вот, например, даже понятие, что такое любовь. Ну, вам, молодым, наверное, это все понятно, да, вы скажете, ой, это когда ты кого-то любишь. В 2 словах скажи мне, что такое любовь? Ступор. Что такое любовь? Представляете? Сложно. Что такое свобода? Что такое достоинство? Когда я эти вещи все узнала, и началось движение по искусственному интеллекту, я подготовила статью и сказала, кыргызы знали, как внедрять этические ценности в сознание человека. И я владею этим и могу помочь. Меня обсмеяли. А сейчас проблема. Искусственный интеллект не имеет этических ценностей. И когда придет время, уже он выходит из-под контроля программистов, они изобрели свой язык. Вы знаете это, да? Вот даже пришлось отключить им питание, чтобы это все не развивали. Не имея этических ценностей, они могут прийти к тому, что человек не нужен, просто его уничтожить.
То есть тот человек, который сможет навязать или придумать новую этику или новую мораль, по сути, создает новые форматы человека, правильно понимаю? Давай так. Новую этику придумать невозможно. Это исторически сложившееся. Это не материальные ценности, взаимоотношения людей друг с другом и отношения к себе. Это и есть этика, это и... Ну, там очень тонкие есть. Мораль отличается от этики и так далее. Понимаете? И вот это все наработали кочевые цивилизации. И этим мы можем гордиться. Потому что мы тоже носители этой цивилизации, носители этой культуры. И сейчас весь мир начинает это признавать. Когда я бывала на международных конференциях, вы не представляете, сколько вокруг меня крутилось профессуры, которые спрашивали: Алтынай, расскажите, как вы до всего этого достигли? Почему вы сейчас это не практикуете, а перешли на европейскую модель? Вот они мне вот эти вопросы задавали все. Что не так в европейской модели в контексте кыргызского этноса? Погоня за материальными выгодами. Хотя, знаете, в европейской модели я так, ну, чуть-чуть знаю немецкую и хорошо изучила английскую модель. Я хочу сказать, знаете, там что ценно. Англичане, это же островное государство, очень высоко ценили роль мужчин. Очень высоко. Когда в семье рождался мальчик, так, они в свою культуру ввели понятие «фонд Артура». Что это такое? Это условное название. Эта семья должна была накапливать деньги для того, чтобы дать лучшее образование первому сыну. И первый сын обязан был работать на процветание этноса. Только. Он наследовал все. И статус, и все это, и в него вкладывали вот этот фонд Артура, да, но он должен был работать только на процветание этноса. И вы знаете, маленькое островное государство Англия Да. весь Империя, мир да? покорила. Вот у кыргызов тоже это было. Первый сын всегда должен был работать на благо всего этноса. То есть, если мы до сих пор существуем, ну, по лекалам европейской модели, евроцентризма, начиная там система образования, Советский Союз в том числе был, да, в этой системе, мы свое пока еще не придумали и пользуемся этой системой. Вот с точки зрения будущего, формирования там нового, скажем так, Кыргызстана, да, назовем его так, что нам важно поменять вот из этой европейской модели, чтобы обрести вот эту нашу свойственную нам модель? Давайте так. Вот чтобы это поменять, нужен интеллект нации. Знаете, кто в него входит в интеллект нации? 3 категории людей. Первое – это интеллигенция. Интеллигенция должна владеть максимальным количеством языков, чтобы на международном уровне отстаивать интересы нашего этноса, да? Чтобы все международные новые достижения вносить Интегрировать в в общество, да? В общество. Это роль интеллигенции. Значит, она должна была быть очень высокообразованной. Так, вторая категория, так, это государственные служащие. Они должны знать последствия нарушения законов и делать такие законы, которые будут удобны для населения и будут способствовать развитию. Так. У нас когда-то была очень хорошая юридическая тоже база. Да. И третья группа – это мудрецы из народа, которые, видя жизнь людей, так могли подсказать, что сейчас более актуально. Вот если вот эти 3 группы людей будут объединены общей целью, общей, так сказать, общим видением, да, наш этнос никогда не пропадет. Профессор, про третью группу особенно хочется поговорить. Вот сказали, интеллигенция, понятно, канцелярия, госслужащие, понятно. Вот если говорить про аксакалов, вот честно хочу сказать,
институт, там, назовем его так, если может, аксакалство, да, или аксакалов сегодня, мне кажется, так сильно дискредитирован, потому что вот мы видим там политики, когда баллотируются, там президенты, и все аксакалы радостно, дружно аплодируют и говорят, вот да, все это пойдем. Вот это, что с этим институтом стало, что с ним не так, почему он настолько сегодня не пользуется спросом, его не видно в практической жизни, да, молодых ребят, чтобы вот сказать, вот я поеду, сейчас есть аксакал, или вот у меня есть аксакал, который я могу пойти и спросить мудрого совета. Вот как будто его нету. Это что? Это следствие вот этого? Да, это последствия неправильное образование. Не о чем думать, а как думать. Угу. Это разные вещи, ребята. Это разные вещи. И я вот с этим хорошо разобралась. А что вы имеете в виду под как думать? Есть какая-то модель, которая позволяет нам в правильном направлении мыслить, да, и это позволяет выбрать. Хорошо, мы уже обсудили, что об этом потом поговорим. Пойдем в другую тему. Давайте поговорим снова об нашем этносе, да, в широком смысле этого слова. Про взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Вот еще раз хочется эту тему с вами обсудить. У нас в городе, ну и в целом вот культивируется понятие вот сильной женщины, вот говорят, мужики стали слабыми, женщины взяли на себя роль, вот посмотрите на миграцию, а с другой стороны там у нас целое поколение растет, которое, ну, безотцовщина и без родителей. Это вот дети мигрантов, да, которые там происходят. Вот что делать в этой ситуации, вот когда у нас уже есть... Ну, порядка 60 тысяч детей, по-моему, сейчас растут без родителей, остаются опекунами бабушки с дедушками. Бабушки с дедушками, ну, у них тоже как бы оторванность от реальности достаточно высокая. Вот в этом вопросе что следует делать? Вот давайте я расскажу два примера из жизни. Первый пример. Когда я работала в Институте физкультуры, ну, сейчас она по-другому называется так, ко мне подошел русский преподаватель, ну, не буду пока называть его фамилию, без его согласия, так я могу сказать. Он подошел ко мне и просто сказал: Алтынай Хусаиновна, у вас есть сын? Я говорю, ну они уже взрослые. А внуки есть? Да, есть. Приведите мне своего внука. Я говорю, Александр Федорович, вы знаете, у меня со средств, знаю, бесплатно. Что он делал? Ребята, это потрясающий русский человек. Он находил детей, мальчиков без отцовщины, которые не имеют отца. И там бедная женщина одна бьется, все это. Он брал разрешение от женщины, да, и этого мальчика он брал под личный контроль. Он шел в школу и говорил: я буду вам звонить, узнавать, как он учится, все это. И брал его на воспитание, он его обучал самбо. Представляете? И мой внук Акыл прошел эту школу. Акыл говорит, жесточайшая школа. Жесточайшая школа. Но оттуда они выходят настоящими мужчинами. Вы представляете? И этот человек ходил по школам, искал детей, которые растут без отцов, да, которые имеют отклонения в здоровье, отклонения в поведении. И этих мальчиков ставил на правильный путь. Это один пример. Второй пример. Это уже делает женщина. Да? Она делает совершенно по-другому. Она тоже приходила в школу, находила мальчиков, которые больше всего хулиганят и которые не хотят учиться. Но их надо каким-то образом все равно в школе содержать. С ними мучаются все, и преподаватели, и все это. Да. Она находила этого мальчика, узнавала все, брала разрешение от матери или бабушки, дедушки, которые оставались, что я начну с ним работать. Знаете, как она работала? Она снимала мерку с этого мальчика, так? Она сама возглавляет фирму «Чапан». Знаете, это самая такая продвинутая, молодец, умничка такая, Джумагуль. Вот она брала с него метку, размеры, чтобы его одеть. Потом находила монащи.
показывала этого мальчика и говорила, вот его имя, найди несколько строф из Манаса, в честь него, употребляя его имя, спой о нем. Вы представляете, собиралось родительское собрание, вся школа, все учителя, все ученики собирались. Так? Этого мальчика выводили на, Центр, да? На трибуну, да, или куда-то, на сцену выводили, да. И этот монащи, глядя в глаза этому мальчику, начинал из Манаса петь, употребляя его слова, и говорила: ты такой-то, ты станешь таким, ты будешь таким, ты из племени Манас, ты... Ну, в общем, вот такие вот вещи. И потом это выходило в Джумагуль и переодевало его. И этот мальчик не сразу, но в течение года он полностью менялся. Вот вон два примера. Если мы не будем вкладывать в наших детей, ничего не будет. Угу. Поэтому есть возможность, надо это делать. Есть еще другой пример тоже. Это уже Чинар Нурсеитовна. Она как-то пришла в школу, походила по коридорам, ну, ее дети там, девочка ее училась, и увидела, как безобразно, некрасиво ходят девочки. Она говорит, как слонихи ходят. Такие вот, растопырив ноги, некрасивая походка, все это. Она пошла к заучу и говорит, я могу научить этих девочек красиво ходить. И вообще пластики движения. Говорит, возьмите согласие родителей. Она говорит, сколько это будет стоить? Она говорит, бесплатно. И в течение года она этих девочек научила красиво ходить, красиво говорить, красиво смеяться. Понимаете? Она из слоних сделала красивых девочек. Видите? Можешь что-то передать молодежи? Делай. Я бы так это сказала. Вот это вы интересно упомянули метод, связанный с строчками из эпоса Манас. Да. То есть она наверняка понимала вот эту силу воздействия, волну, которая... Да, и потом монащи, они же энергию вкладывают. Они же не просто как стихи говорят, они же мощную энергетику вкладывают. И представляешь, имя этого мальчика звучит, и говорит, ты будешь вот таким, ты будешь вот так, ты вот таким станешь, ты станешь великим. Профессор, давайте закрепим тему здоровья. Хотелось бы услышать от вас дополнения, которые еще не были озвучены. Ну, понимая важность сохранения здоровья, так, я разработала анкету, которая называется «Самооценка здоровья». Там вопросы, очень простые, конкретные вопросы, на которые человек должен ответить. Вообще понятие здоровья очень сложный вопрос. Там 3 совершенно разных блока, и эти блоки надо уметь совместить. Так вот, я подобрала эти вопросы, на которые человек отвечает, и что он положительно, значит, у него все нормально. А если этого у него нет, значит, это ненормально. И того, чего нет, я даю шаги, как это исправить. Как я сделала эту анкету? Анкету я сделала, потому что ко мне обращаются с вопросами, профессор, подскажите, у меня здоровье то-то, то-то. Я поняла, что надо сделать для народа что-то. Очень простые вопросы. Когда я эти вопросы сделала, я позвала своих учениц, докторов медицинских наук, которые специалисты в разных отраслях. Я говорю, вот этот вопрос, если вот так поставить, можно получить грамотный ответ? Они подсказали, еще можно упростить позже. Да. Потом я эту анкету послала зарубежным своим профессорам. Посмотрите, пожалуйста, будет это все понятно. Короче говоря, 48 вопросов, на которые человек отвечает, почему называется самооценка. Сколько у него положительных ответов и сколько отрицательных. Он уже сам знает, какой уровень у него здоровья. И то, что у него отрицательные ответы, там уже шаги прописаны, что надо сделать, чтобы это снять. Эту анкету уже давным-давно покупают все страны мира, которые говорят на русском языке, и дают очень положительные результаты. И я бы очень хотела, чтобы эта анкета понравилась и была на пользу нашим. Но эта анкета женская.
Ну, так вот. Вот. Но мы готовим мужскую анкету. Мы тогда ссылку можем закрепить в описании Да, на эту анкету, да, чтобы те, да, кто захотят ее да. пройти, смогли Если это кто сделать. захочет, пусть к Акилу обращается, он это все сделает. Да. А анкету мужскую мы готовим. Мужчины совершенно другие. Вы другие ребята. Вот. И не надо смешивать. И вы никогда не сможете выполнять ту функцию, которую женщины должны делать. А женщина не может вас заменить. Она может, после того, как дала здоровье всем членам семьи, она может заниматься чем хочет. Угу. Выполнив свои прямые главные свои обязательства. Прямые обязанности выполнив. Да. А ваша обязанность всю жизнь, я просто сейчас хочу сказать, если вы хотите остаться мужчиной в течение всей жизни, вам даже гормоны не нужны. Вам нужен постоянно очень мощный позитивный результат вашей деятельности. Угу. В любом возрасте. И тогда вы, как мужчина, будете состоятельны до глубокой старости. Постоянно ставить перед собой новые задачи. Да, и добиваться их решения, понимаешь? И главное, что вы вот это позитивный свой настрой передаете, я уже сказала, следующему поколению. И не будет этого, не сможем мужчин так уговорить, чтобы они так жили. Да? Все, наша нация обречена на вымирание. Профессор, в завершении еще темы здоровья, есть ли еще какие-то лайфхаки, с которыми вы можете поделиться с нашей аудиторией? Ну, я уже сказала, что позитивные мысли обязательно. Да. И очень важно уметь ладить с другими людьми. Умение ладить – это колоссальная составная часть нашего здоровья. Не умеете ладить внутри семьи, вы нигде не добьетесь успеха. Понимаете? Поэтому научитесь себя уважать, уважать тех, кто вас окружает. Знайте потребности каждого возраста. В каждом возрасте свои потребности. И это надо знать. Понимаете? И с этим надо мириться. Вот. И я хочу еще сказать, чем старше ты становишься, тем меньше попрекай других, что ты для них сделал. Угу. Вот это одно из таких главных условий. Если это сделал, то все. Да, сделал, и радуйся тому, что это принято, и что это пошло на пользу. Все. Профессор, у меня есть короткие вопросы в завершение. Они будут, может быть, немножечко забавными, но тем не менее. Первый вопрос у меня такой. Расскажите, пожалуйста, о вашей самой первой работе. Моя самая первая работа, я была еще студенткой. Так, и как студентка на практике я работала медицинской сестрой, там, где дают вот эти, даже не могу сейчас вспомнить, короче говоря, с аппаратурой, обогрев там и так далее. Вот. И успешно справлялась, и люди даже говорили, здорово, хорошо получается. Здесь в Бишкеке, да? Нет, когда уезжали на эти, как их называют? Работы? На работы. Пожалуйста, поделитесь какой-то своей неудачей. То есть мы хотим людям дать понять, что успех он состоит из большого количества ошибок. Да. И чтобы развеять с такого образа, что мы все такие сильные, крутые, мы просим поделиться своей историей факап, вот есть такое слово, неудача, когда вот что-то не получилось. Знаете что, давайте так, не получалось очень много раз. Угу. Да, очень много раз. Очень часто я вкладывала душу, но мне ничего не платили. Так? А когда ты сам содержишь свою семью, то это очень грустно. Но я всегда себя утешала тем, что говорила, зато поумнела. Это самый такой опыт, да, важный, да? Друзья, если вы хотите, чтобы выпусков было больше, чтобы мы продвигали кыргызскую культуру и историю, то вы можете разместить у нас рекламу, которая позволит делать эти выпуски чаще. Для размещения пишите нам на почту или в контакты под описанием видео. Чон рахмат. А какое ваше любимое блюдо и напиток? Так, мой любимый напиток – это чистая вода. Вот. Я даже чаи не особенно. Говорят, пейте зеленый чай, черный чай. Нет, чистая вода – это мое любимое. Так, любимое блюдо – бешбармак.
Истинно кыргызский Да, ответ. истинно. И вообще я люблю это ребрышко, жирное, маленькое ребрышко, понимаете? Сейчас у меня заурчит, профессор, живот. Какое было самое красивое место в Кыргызстане, в котором вы были? Ну, наверное, вот это Чоңалай. Чоңалай, да? Чоңалай, потрясающе. Когда я ехала в Чоңалай, да, я сразу сказала, слушайте, здесь, наверное, до сих пор летает доисторические птицы и доисторические вещи. Да, ландшафт совершенно Да, другой, прям ландшафт отличается он. потрясающий. Какой кыргызский обычай вы считаете очень красивым? Кыргызские обычаи – сватовство. Потому что, когда девочку сватает, так, берут ответственность за сохранение ее невинности, как семья, которая воспитала, и та семья, которая уже Понимаете, да? И они несут одинаковую ответственность, чтобы все прошло хорошо. Кстати, еще отдельная тема, что нам нужно осознать истинное значение этих традиций и обрядов, чтобы это не превращалось просто в какое-то церемониальное, а вот именно значение. Не обмен материальными ценностями, а именно духовный вот этот накал. Есть ли фильм, который вам очень нравится? Ну, фильм, вот, например, вот из последних «Сёгун». Он же такой был на устах. Все, очень, очень сильный. Если вы могли дать один совет молодым девушкам или себе 16-летней, то что бы вы посоветовали? Ну, знаете, что помнить о том, что внешняя красота временна. И вкладывать в развитие свое. Какую книгу вы порекомендуете прочитать каждому человеку? Ну, это трудно сказать, но мои любимые книги были вот «Сага о Форсайтах». Там описывается английская семья во всех поколениях, в 3 поколениях. И вот это взаимоотношения в семье, и отношения сына с отцом, это, ну, в общем, там очень интересно. Я ее перечитывала несколько раз. «Сага о Форсайтах». Да, «Сага о Форсайтах». Класс. Если бы у вас был один день, который вы можете посвятить только себе, то как бы вы его провели? Ой, я бы пошла на берег Иссык-Кули и смотрела восход, закат, как волны. Я очень люблю на природе быть, просто быть на природе. Такие красивые вещи можно увидеть. Знаете, это я поняла потом, почему. Потому что природа – это все виды симметрии, а наш организм тоже построен по симметриям. Почему это важно? Каждый вид симметрии дает свои законы движения, информации и энергии. Вот видите, я опять перехожу на науку. Взгляд профессора. А в чем секрет вашей энергии? Работа с мозгом все время. Я не могу, когда я начинаю болеть, я всегда ищу что-нибудь интересную, или книгу, или новую статью, и вот уже погружаясь в это, я сказала, информация это, новая информация, она внесет в себе энергию. Все, и человек выздоравливает. Или встреча с очень близким человеком. Но моя жизнь подсказывает, что даже близкие люди потом могут отойти от тебя. Если у тебя есть какой-то успех, уже может это нарушиться. Я услышал только что один лайфхак. Если вы начинаете болеть, то постарайтесь сделать какую-то новую интеллектуальную деятельность, да? Да. Чисто очень круто, я попробую. Попробуйте. Какую традицию с детства вы до сих пор соблюдаете? Есть ли какая-нибудь такая традиция? Чистота в доме. Этому меня приучила мама. Она говорила, живи всегда в чистоте. И мои дети говорят, жить в музее невозможно. Я говорю, пожалуйста. У вас стерильность, да? Да, у меня всегда все дома стерильно. Придешь ко мне, тоже увидишь это. Договорились. Какая песня лучше всего вас описывает? Есть ли такая песня, которая вас... Песня «А на том берегу». Романс. Представьте, что у вас есть билборд в центре Бишкека. Какую бы фразу вы на нем написали? Научись уважать себя.
Если ты сам себя не уважаешь, тебя никто не будет уважать. С кем из великих представителей Кыргызстана вы бы хотели выпить чаю? Вот если честно, уже ни с кем. Пойдем дальше. Что самое важное вы узнали за последний год? Ну вот то, что я вам рассказала, вот эти вот вещи, потрясающие. Вот то, что я сказала, помните, интеллект и зрительная система. Вот между ними заложена способность к обучению и способность создавать что-то новое, творчество. Что напрямую связано с нашим молодостью и поддержанием здоровья. И молодость, и все. Не надо никаких мазей, ничего не надо. Да, еще я хочу сказать. Часто мне говорят, почему у вас на лице мало морщин. Так помните, лицо, вот мышцы лица и кожа лица, так, это, как это сказать вам, чтобы было понятие, эмбриональный родственник мозга. Хорошо работает мозг, будет красивое лицо. Напрямую связано. Напрямую связано. А где вы родились и из какого вы племени? Так, я родилась в Москве. Так, и когда я родилась, были великолепные условия у родителей, но потом была война, и все это связано. Так. Ой, я забыла даже. Ну, вот вообще я это Тюб, и... Род ваш Бугу, случайно, нет? Да, Бугу. Вы из Бугу, да? Да, Ну, Бугу. мы с вами из одного племени. Да, бугинцы. Бугинцы, да. Какой главный инсайт? Какой главный... Ну, инсайт же вам слово понятно, да, наверное? Нет? Это как бы такой вывод. Да? Какой главный вывод вы вынесли из своей профессиональной сферы? Из профессиональной деятельности. Главный вывод – то, что ты узнал, проверь на практике. Если вы бы могли на один день поменяться с кем-либо, кто бы это был из исторических личностей? Таких нету. Нет. А какой главный совет вы бы дали женщинам, которые хотят изменить свою жизнь? Работать над собой. Не ждать никаких из внешней это, только самой стать такой. И какой-нибудь неожиданный факт о себе, о котором мало кто знает. Неожиданный факт. Мало кто знает. Ну, я могу сказать так. Когда я ездила в экспедиции, так, экспедиция — это высокогорье, это я работала с животными, и у меня полузакрытая тема была, и мне потихонечку проректор по хозяйственной части медакадемии давал мне огромное количество спирта, чистого медицинского спирта. Иногда у меня по 40 килограмм было, вы представляете, этого спирта? Он говорил: Алтынай, это валюта, с помощью которой ты везде устроишься. Так оно и было. Но эту валюту мы могли и сами потреблять. Поэтому что мы делали? Брали спирт и по стенке колбы или тихонечко наливали томатный сок. Это мы называли «Кровавая Мэри». Вот это мы пили. Вау, у вас была коктейльная вечеринка, да, можно сказать? Шикарно. Поэтому со мной очень любили студенты ездить. Профессор, я благодарю вас за эту прекрасную беседу. Это наша не последняя встреча, и дай бог мы на следующем подкасте затронем глубже темы, которые мы с вами обсудим. Большое вам спасибо, будьте здоровы, продолжайте радовать нас своими прекрасными видео, советами. Для меня большая честь побеседовать с вами. Спасибо. И для меня честь, что такая молодежная организация меня пригласила, потому что, ребята, за вами будущее. Держитесь. Да, будет тяжело. Да, начинаете все с нуля. Ничего. Но умейте отстаивать свое достоинство. Спасибо. Никогда не склоняйтесь ни перед кем. Я просто напоследок расскажу. Меня пригласили читать лекции, даже забыл, Канский какой-то университет. И там меценат, который
содержал это, сказал, что он хочет со мной встретиться. Я пришла, он, значит, открывает мое личное дело, видит, сколько мне лет, и говорит: а вы вообще лекции можете читать? Я ему так спокойно говорю: вопрос еще раз повторите. Он говорит: так вы еще и не слышите? Он мне говорит. Он повторил вопрос, я встала и сказала: до свидания. Потом он бегал за мной: пожалуйста, я сделал что-то не то, я готов на любые условия, не уходить. Я сказала: до свидания, все. Я не позволю себя унижать, никогда. И в любых ситуациях. Поэтому меня, кто хорошо знает, говорит: вы по натуре хулиганка. Да, я такая. Честь и достоинство. Да, честь и достоинство надо беречь. На такой прекрасной ноте мы завершаем нашу беседу. Благодарю. Вам спасибо. Держитесь, ребята, все будет хорошо. И мы запишем сейчас первое предложение, начало. Помните, я не записал, сказал, что вначале запишу, где я вас представлю, хорошо? Давай. Так. Карасаева Алтынай Хусаиновна, правильно? Да. Профессор, автор более 150 научных трудов, человек, вошедший в список 500 интеллектуалов 20 века по версии Кембриджского университета, а также в топ-200 академиков 21 века. И просто очень крутой блогер с миллионными просмотрами, да? Но это тоже важно будет слушать, потому что многие будут, знают вас в этом амплуа, миллионы людей знают именно в этом амплуа. Поэтому я сейчас готов, ребят, мы можем записать, да, начало? Я скажу здравствуйте, мы поздороваемся и все, да? Хорошо.